Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити, Аслан Арцуев. Сегодня 3 августа 2022 года, и у меня для вас хорошие новости, в которых, в принципе, я и не сомневался, что они должны произойти, и вот они сейчас на наших глазах происходят. Так, друзья, очень хорошая новость. Итак, Дион. Так, включим этот цвет и этот цвет, чтобы было меня было лучше видно. Итак, друзья, смотрите, пока вы собираетесь, я буду рассказывать вам новость, которая есть. В принципе, забегая вперед, чтобы вас особо не томить, могу сказать, что Путин просит о переговорах, молит о переговорах. Давайте разберем этот вопрос чуть более подробно. Итак, 16 июля 2022 года, то есть это сколько, 2 недели, чуть более 2 недель тому назад, генерал КГБ ФСБ Геннадий Гудков сообщил на канале УА-ТВ канал, называется, в Ютубе, где он обратился к американцам и сказал, что Патрушев готов, хотя бы временно передать власть в руки Патрушева или кого-либо из его окружения. То есть генерал ФСБ, КГБ ФСБ сделал предложение русским. По всей видимости, мы не знаем кулуарных дел, по всей видимости, американцы проигнорировали это обращение Геннадия Гудкова. И сегодня, это нужно зачитать, сегодня нам сообщает Deutsche Welle со ссылкой на телеканал РТЛ, это немецкий канал, я так понимаю. Шрёдер подтвердил, что вновь встречался с Путиным. Экс-канцлер ФРГ, подвергаемый в Германии резкой критике за близость к Кремлю, сообщил о стремлении Путина к дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной и Западом. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, а я его называю подхолопный Шрёдер, широко критикуемый в Германии за его близость к Кремлю и деятельность в российских госконцернах, подтвердил, что в конце июля вновь встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Помните, да? 16 июля было сделано обращение Гудкова, и в конце июля Шрёдер встречался с Путиным. В интервью встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. В интервью еженедельнику Штерн и телеканалам РТЛ НТВ, опубликованном в среду 3 августа, он заявил, что Путин хотел бы найти решение конфликта с Украиной и Западом путем переговоров. Экс-канцлер вновь отказался разорвать отношения с Путиным, Шрёдер, и так далее, и так далее. Я вас поздравляю, Украина. Я поздравляю чеченцев, я поздравляю американцев, англичан, весь цивилизованный мир. Если бы вы не поставили бы Путина на колени, он никогда в жизни не заикнулся бы вести с вами переговоры. Просто для начала вспомните, друзья, ночь 23 февраля, когда он делает обращение и говорит: хотели узнать мой гнев, что как я метаю молнии, будет вам мой гнев. И заслал свои войска, друзья. Они сделали все возможное, все просто возможное и невозможное. Война не закончилась, победа еще не одержана. Но, как говорится, враг моргнул.
И с чем я вас всех поздравляю. МВ Грозный, дался Адуэль, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Грозный, Машвой. Так что, друзья, теперь вопрос следующий. Что будет? Будет ли, а, будет ли Запад, мир договариваться с ним? Будет ли с ним разговаривать? Там же Шредер говорит, что это очень хорошее, продолжая эту тему. Шредер считает первым успехом в данном процессе заключение соглашения РФ, Украины, Турции и ООН об экспорте украинского продовольствия морским путем. Возможно, это могло бы быть медленно расширено до прекращения огня, сказал он. Соглашение о выводе украинского зерна было подписано в Стамбуле 22 июля. Спустя менее суток порт Одессы подвергся ракетному обстрелу с российской стороны. Знаете, вот это соглашение, которое было, спасали каких-то людей, которые умирают с голоду, потом нам объясняют, что там процент небольшой вот этого зерна в мире и так далее, и так далее. Ну, как бы, скажем, прямо на лоха такой разговор такой ведется. И потом происходит обстрел порта Одессы. Русские, и в русско-чеченской войне это было, делали следующим образом. Они вели как бы какие-то разговоры, и когда Запад на них оказывал давление, что вот они совершают какие-то тяжкие преступления, одни договаривались, а другие делали вид, что они как бы не подчиняются там вышестоящим лицам и делают какие-то самовольные совершают какие-то самовольные действия. Вот удар по Одессе мне напоминает именно вот такой сюжет развития. Вроде бы они договариваются, а потом кто-то наносит удар. И никто не снимается с должности, никого не арестовывает, и никакого смысла практического по нанесению нет. Но у нас возникает мысль, что, ну, первая мысль, которая возникает, что русские не соблюдают договоренности, а потом уже далее возникает то, что они не соблюдают договоренности. Об этом весь мир знает, это не секрет. Но потом возникает мысль, что договариваются одни, а вот другие не соблюдают. И вот я бы хотел договориться, говорит, допустим, Путин. Ну вот есть какой-то там генерал, есть какая-то там центр силы там и так далее, и так далее. Я в это не верю, это обычно излюбленные трюки гибнюков. И вот Шредер говорит о том процессе, при котором был заключен договор о вывозе украинского зерна, который русские с удовольствием крали. Это тоже была большая ошибка, вообще вести какие-то переговоры с русскими, хотя Турция там решила поиметь свою какую-то выгоду с этого, ну и так далее, и так далее. Короче говоря, получается следующее. Они теперь хотят на основании вот этих переговоров, которые были в Стамбуле, начать новые переговоры, начать разговаривать и так далее. Первое, что я могу сказать, когда началась русско-украинская война, и до начала этой войны я не сомневался, что Путин вообще без зазрения совести встанет на колени, и встанет на колени, просто довести до нужной кондиции. А если вы считаете, что он не встанет на колени, просто вспомните 91 год, или 90-й год это был, когда Ельцин, по-моему, 91 уже, когда он стал президентом РФ, так называемой, прилетел в Соединенные Штаты Америки и в Сенате США произнес всем известную фразу «Господи, благослови Америку». Тот самый президент, тот самый представитель страны, которая 70 лет или там 50 лет грозилась уничтожить Америку и весь цивилизованный мир. Без зазрения, без стеснения. И это при том, обратите внимание, это при том,
что поддержки Ельцина, кроме вот в самом начале, когда он это говорил, он такой, как черт из табакерки, вытащили его КГБшники. Он был полностью под контролем КГБ. Никакой свободной власти в России не было. Ни его не снимали, ни его гибнюки не гасили. Наоборот, когда на следующих выборах он проиграл коммунистам, сделали все возможное гибнюки, чтобы Зюганов отступил и Ельцину власть была передана. Вот кто такие, с кем вы имеете дело. У них нету ни чести, ни совести, ни чувства собственного достоинства. Есть только спецоперации и вот их хотелки, которыми ими движут. Это самые богатые люди в России. Путин считается одним из самых богатых человеков на земле. Ну и так далее, и так далее. Русский народ для них это быдло. В принципе, русский народ своим бездействием дает им основания так считать. До начала вот этой крупномасштабной войны я много говорил у себя в стримах, говорил еще год, 2 назад, 3 года назад, что я нисколько не сомневаюсь, что Россия проиграет. И она проиграет, конечно же. И если бы она не проигрывала бы, Путин бы сейчас не пытался бы договариваться. Но я тогда сказал, что я боюсь того, что американцы после того, как очередной Путин скинет руки и скажет: Господи, благослови Америку, они скажут: ну ладно, холопчик, давай мы тебя прощаем. Потому что очень большие интересы США в России, очень большие. И сейчас просто Путин вынудил их, просто перешел все красные черты, которые только были возможны. И вот возникает следующая тема. Американцам выгодно. А что выгодно украинцам? Да, выгодно победить, там все такое. Но если вы начнете с ними сейчас разговаривать, украинцы, гарантированно вы проиграете. Гарантированно. Только военная победа. Только 100% восстановление территориальной целостности Украины. Конечно же, и Крым, и так далее. И на этом нельзя останавливаться после того, как будет восстановлена своя территория. Нужно заходить на территорию фашистской России, нужно финансировать, помогать, поддерживать, вооружать, политически, информационно поддерживать народы, которые проживают в фашистской России, оккупированной фашистской России. Только так будет окончательная 100% победа, которая может гарантировать безопасное будущее своим детям и внукам. Так, друзья, я перехожу к вашим комментариям, друзья. Так. Ичкерия выгоняли более чем 300 тысяч мирного населения русскоязычных. Это факт. Макс, сегодня ты говоришь, что мы выгоняли 300 тысяч населения русскоязычных. Украинцам мне, наверное, не надо будет доказывать, как они мальчиков в трусиках распинают, как они едят там, снегирей, ну и так далее. Украинцы уже вас знают. Но твоя версия, 300 тысяч населения, что мы выгнали, она, я тебе скажу, более достойна внимания, чем та, которую вы на протяжении 25 лет нам рассказываете. Вы рассказывали, что мы убили эти 300 тысяч. Вы рассказывали, что был геноцид русского населения. Так вот, это наглая ложь и геноцид, и то, что ты говоришь. Мы не выгоняли никого. Наоборот, в нарушение нашей Конституции, в которой указано, что все граждане равны, вне зависимости, чеченец он или русский, Дудаев создал специальную комиссию для помощи русскоязычного населения. Потому что вы
грязные пропагандоны рассказывали, что мы их убиваем, выгоняем из домов и так далее. Русские, наши граждане Ичкерии, жили у нас по соседству и боялись. А почему, мы спрашивали, вы боитесь? Потому что по телевизору рассказали. А до этого их никто не убивал, они жили, занимали лучшие должности, на лучших работах были русские. Как вы знаете, вы, Максим, и ваше отребье, в отличие от фейкового выселения, выгоняния 300 тысяч русскоязычных из Ичкерии, на самом деле выслали всех до единого. Под видом высылки устроили нам геноцид в 1944 году. И тогда приехали жить к нам в основном большая часть русскоязычных. И они там находились как колонисты на оккупированных территориях. До сих пор есть в Дагестане территорию, которую дагестанцы не освобождают из своих домов, где проживали веками чеченцы. Ваши россияне имеются в виду. Поэтому вам в приличном обществе говорить вообще ни о чем нельзя. Да. Здравствуйте, Оксана. Война и военная спецоперация — это не одно и то. Ну, сейчас русские начнут сейчас рассказывать. Так. Так. Я знаю, что он станет на колени. Да, станет без проблем. Уже стоит. Ну, представьте просто, как он грозился, на каком основании вообще напали на Украину. Просто представьте, ну, что сделала Украина. А? Только хотела жить свободно и независимо. Это была имперская война, развязанная фашистской Россией. И не одним Путиным, как нам рассказывают. Война была развязана бандой ГРУ и бандой ФСБ для того, чтобы стать неодворянами. Да, Шариковы решили стать дворянами. Самое удивительное в этой истории, вот в этой длинной истории фашистской России, которую не следует никому повторять, то, что они, просто задумайтесь, они уничтожили огромную часть своего общества, в том числе и дворянства, для того, чтобы построить фантом, построить то, что в жизни невозможно. Коммунизм. Это одна была причина. Уничтожением всего этого, вот этих людей, занимались КГБшники, НКВДшники, ЧК этим занималась. ВЧК, ЧК. Затем 70 лет они заставили работать вот этих крепостных и всех захваченных ими народы на эту страну. И потом в 91-м, в конце 90-х, на конце 80-х, они разделили то, что накопили все эти наши люди между собой, и в том числе и в разных союзных республиках. И теперь решили стать теми, кого они расстреляли в 17 году, дворянами. Но не тут-то было. Нашла коса на камень, как говорится. Джохар предупреждал, надо было слушать Джохара Дудаева. Ну ладно, друзья, давайте дальше. Занимаетесь провокацией? Нет, просто не собирался даже проводить сегодня стрим, просто решил поделиться хорошей новостью, радостной новостью со своими подписчиками и друзьями. Так, диванный аналитик. Нет, кресленный.
Так. Не дай бог, только победа, никаких переговоров, народ против. Оксана, отлично. Об этом нужно говорить. Так. Все хотят беспредельничать в России, говорит. Хотят все, но можно только ФСБ и ГРУ, да? Опять задается вопрос, почему я говорю по-русски. Если я не буду говорить по-русски, у вас не будет подгорать, понимаете? Я вынужден говорить по-русски, понимаете? Так, Россия вперед до победы, говорит Ворон. Нет, уже все, ваш этот альфа-самец, альфа-пес, короче говоря, прогнулся уже, моргнул. Харрис. Так, Гибнюк зашел к нам. Харрис. Так, Сталин был горским евреем, говорит Умар Дае. Сталин не был горским евреем. Сталин был по некоторым грузинам, по другим осетинам. Но это не важно, да, сработало имперство, русское имперство было. Здравствуйте, спасибо, что несете правду. Таких, как вы, к сожалению, не так много. Слава Ичкерии. Героям слава, абьюзер. Слава Украине. Так, Аллах вас карает. В данный момент карает он вас. Расскажи лучше, какая хата и где. Так, крепостной. К нам зовут, пожалуй, конечно. О, сколько у вас тут русской саранчи. Да, Оксана, вы даже не представляете, как я им мешаю. Я вообще перепутал их все карты. Более того, они внедрились в нашу Ичкерию. Они очень много, это большая история, с которой нам долго придется разбираться. И они все как саранча, от радикальных, религиозно радикальных, до абсолютно подхолопных. Все меня любят, очень любят. Putain d'argent. De el çört kocsur. A hiccem csó 300 tысяч erbe a boş yazás mora. En znači mod быть валла. Раски 300 тысяч эрбе a boş mora, Макс. Он или? Или тебе подсказал свой рядом сидящий дружочек подхолопный? Чтоб всем было понятно. Слава России, России, России. Асна, это мой новый аккаунт. Понял, Грозный, понял. Так, тебя может сделать модератором мне тогда? Сделать модератором. Я тебя сделаю тогда модератором. Так. Тебе Кадыров еще привет не передавал. Не передавал. Слава Украине, героям слава. О, вы их разозлили, читаю комментарии, ржу. Красава, брат, все, точку. Добрый вечер. Дуже дякую, Ахмат Псина. Так, ну хватит писать, я тут автоматически зачитываю просто. Но умер и умер, все, нет его, не надо его Псиной называть. Ну читать можно хоть посмеяться, как они стараются. Я их саранча называю. Да, Оксана, знаете, что самое интересное? У них, ну, память как у рыбок, двухсекундная память у них. Они думают, искренне думают после этой пропаганды, что чеченцы должны их поддерживать, что вот если они показывают днем и ночью по телевизору Кадырова там и так далее, убив 30% от числа чеченских граждан, они нам рассказывают, что мы за Россию, за Путина и так далее. Ну, большего бреда просто представить не могу. И они сами в это верят. И когда я, как чеченец, выступаю
И говорю не против Кадырова все время, как им нужно было бы, чтобы я все время гасил только Кадырова, а про русских и про империю мы забыли. Это их очень задевает, очень обижает. Очень. Ну, значит, будем это делать. Будем мочить. Да, Грозный, будем. Ты предатель своей страны, говорит. Евген, 1982 года, я так полагаю, ты, да? Это сколько тебе лет получается? Тебе 40 лет. Дружище, тебе 40 лет. Ты пишешь предатель. Я не понимаю, как так? Ты меня называешь предатель, а сам не умеешь на их языке писать или на твоем языке. И чеченец, который за фашистскую Россию, это предатель. Любой чеченец, который против фашистской России, он не может быть предателем, потому что мы из разного теста сделаны. Понимаете? Вообще навсегда. Юсуп Дакелвен Деду, да, кстати, и Элрех Чошунсо. Так, где мои комментарии? Юсуп Дакелвен Деду Таган, Аллах Азот Обал Дуэчен, Амин, Аллах. Сегодня, 3 августа, с ночи 2 августа, он был отравлен, Юсуп Хаджи Тимирханов, наш герой, как об этом говорит следствие, я тоже так считаю, что Юсуп Тимирханов это тот, который уничтожил Юрия Буданова. Юрий Буданов это известный некрофил, убийца, этот серийный убийца, военный преступник, который совершал тяжкие преступления в Чеченской Республике и был единственный, один из немногих, там несколько, 2-3 человека всего было за убийство 300 тысяч граждан осуждено, получил 10 лет. Сидел в Ульяновске, где губернатором как раз тогда был назначен другой военный преступник и его непосредственный начальник во время войны в Чеченской Республике Ичкерия, Владимир Шаманов. И Юрий Буданов сидел там, в этой тюрьме, его ночью забирали из тюрьмы, и вместе с Шамановым они вместе ездили там в сауны и так далее, развлекались, короче говоря. После этого он вышел и с награбленным неплохо, они неплохо грабят у нас еще. Посадили его, чтобы тоже не было ни у кого иллюзий, посадили Буданова только лишь потому, что он был очень пьян, в пьяном угаре был, когда приехала проверка из Москвы. Он просто генералу, приехавшему, начал стрелять под ноги, уже возомнив себя хозяином всего и вся. Это именно за это он был наказан, по букве закона, как говорится. После того, как он вышел, он с женой собирался уехать отдыхать куда-то в отпуск и находился у нотариуса. Как он только вышел из нотариуса, он получил 3 пули в голову или 4 пули в голову, кучно причем, и был уничтожен. По горячим, не по горячим, по-моему, но через какое-то время был задержан непосредственно исполнитель убийства. Его суд признал Юсуп Хаджи Тимирхановым, чеченец, который занимался бизнесом, жил в Москве и так далее. Его отца русские убили, Юсуп Хаджи Тимирханова. Он работал охранником, его отец в Чечне, это был старый дедушка, на рынок или где-то базарчик какой-то там. Они закрыли обратно снаружи дверь и сожгли вагончик, в котором находился его отец. Юсуп Хаджи Тимирханов уничтожил, как нам сказали, сам Юсуп в этом не признался, уничтожил Юрия Буданова. Юсуп Хаджи Тимирханов получил 15 лет тюрьмы за убийство, за некрофилию, за... Не одно убийство там было, потому что несколько трупов нашли на месте убийства Эльзы Кунгаевой, которую убил Юрий Буданов. Буданов
получил 10 лет за это убийство с отягчающими, а Юсуп Хаджи Тимирханов получил 15 лет. Но через 4 года, через 5 лет после того, как он был арестован, отсидев 5 лет, 4 года назад, в 2018 году, 2 августа, на день ВДВ, а Шаманов тогда являлся непосредственно бывший начальник Буданова, являлся, как у них там называется, главарем этих десантников их. И на день десантника Юсуп Хаджи Тимирханов был отравлен. 3-го под утро Юсуп Хаджи Тимирханов скончался, и его тело привезли похоронить в Чечню. Когда привезли его тело, вышла вся республика. Дело в том, что чеченцы находятся в заложниках, как мы все знаем, и свое мнение высказывать это опасно не только для жизни и здоровья твоего личного, но также и твоих родственников, и также для чести. А честь в чеченском обществе, она ставится чуть выше жизни. Она ставится важнее. И этим предатели, которые перешли на сторону фашистской России, именно этим и злоупотребляют. Посягательство на честь. Так вот, когда еще Ахмад Кадыров был жив, он сказал, что Буданов это матерый преступник, что это бандит и так далее. Так как он надругался над трупом девушки и так далее. Ну, страшные вещи он там с ней утворял. Он ее пытал, мучил, убил и потом продолжал свое грязное дело. Так вот, Кадыров Ахмад назвал Буданова тогда преступником. Ну, не мог он не сказать. Он был, и суд над ним был, и так далее, и так далее. И чеченцы на законных основаниях могли выразить посягательство на честь. Там было самое, что неприятно, было, задевалось чеченцев, это посягательство на честь было, что вот девочку 16-17-летнюю похитил и вот так жестоким образом убил. И чеченцы вышли, вся республика вышла, пришла на похороны Юсупа Тимирханова. Ингуши приехали с Европы, с Москвы, с других регионов России чеченцы возвращались. Везде и всюду было. Это была просто колоссальная поддержка. Ужас. Там было, по некоторым данным, 200 тысяч человек пришло. Это только мужчины, которые у нас приходят. По разным оценкам, до 200 тысяч человек туда пришли на похороны. Это вы эти видео, наверное, видели. Это был ужас и страх, который испытали кадыровцы, коллаборанты и оккупанты. Через несколько недель буквально они убили 12-летнего, 13-летнего и несколько еще молодых мальчиков, обвинив их в работе на ИГИЛ, что тоже абсолютная ложь и так далее, и так далее. Просто это был такой акт устрашения, который русские террористы, ФСБ, Игорь Хостиков тогда был бандглаварем ФСБ, они убили вот так людей. И сегодня исполняет 4 года со дня смерти Юсупа Тимирханова, Юсуп Хаджи Тимирханов. Пусть милостивится Аллах над ним, пусть примет он его в райские ворота, откроет для него, райские врата для него откроет. Величайшее горе постигло чеченский народ в связи со знакомством с фашистской Россией еще 4 века назад. Сегодня это горе продолжается и у нас, и сейчас оно в Украине. Но, как мы видим, ситуация меняется. И в ближайшее время, знаете, это как ухаживать за девушкой. Вы можете сразу проявить внимание и будете отшиты. А можете долго-долго проявлять такое ненавязчивое внимание, и
и она будет умолять вас, чтобы вы женились на ней. Вот если сейчас украинцы не поведутся на это, не начнут переговоров, а у украинцев все хорошо и супер хорошо, потому что чем больше продолжается, чем дольше продолжается война, когда они уже сломлены, их первое лицо, они-то сломлены давно, их первое лицо уже просит о переговорах. Чем больше вы будете не идти на переговоры, вы будете получать финансовую помощь, военную помощь. А тех технологий, которые вы сейчас получаете, вы бы еще 50 лет не получили бы, украинцы. Да, пока они не устарели бы, и потом можно было бы их приобрести. Теперь оно у вас все есть. Вы обучаетесь у нас тут в Германии, ваши солдаты. В других странах, в Великобритании, вот я видел видео, где обучаются, во Франции обучаются и так далее. Ну, я полагаю, что тоже. Вот такие вот, друзья, дела. Поэтому и самое главное, кроме этих технологий и вооружения, настанет время, что они окрепнут и снова ударят по вам. И сегодня эту войну вы просто передадите своим детям и внукам. А этого допускать нельзя. Слава Украине! Так, наместник, Аслан, ти лучший, брат. Дуже дякую, бруда. Так, салам алейкум, алейкум, Алга, Казахстан. Алга. Интервью 95-го года Дудаев предсказал войну Украине и Крым. Что это конкретно? Он что-то конкретно знал, Евгений Ковалев? Да, абсолютно точно, Евгений. Конечно же, Джохар Дудаев, как летчик стратегической авиации, который носил под крыльями атомные бомбы, был посвящен в планы фашистской России. Даже если он не знал сам непосредственно, не имел, да, эти планы, он в общениях с русскими генералами, как мы знаем, за столом там и так далее, можно много полезной информации получить. И Джохар Дудаев просто знал и говорил нам об этом. Он сообщал нам, что на славянизме, на этой основе русские захотят поджать не настоящим славянам Киевской Руси присоединиться, а присоедините эту Киевскую Русь к себе. Для того, что же я начинал свой стрим сегодняшний с того, что почему они начали войну, я неоднократно об этом говорил. Для того, чтобы они, неодворянство, чтобы вот эти гибнюки стали на законных основаниях дворянами. Они и сейчас там дворяне, ну, в таком понимании, в русском понимании этого слова. Они хозяева жизни, для них закон не писан и так далее, и так далее. Но тогда бы они стали бы на законных основаниях. И некоторым украинцам тоже присудили бы вот это дворянские какие-нибудь титулы, и белорусам что-то перепало бы там, КГБшникам. Простые люди были бы такие же, как русские, то есть холопами, что в Украине, что в Беларуси, что в других оккупированных ей территориях. Но вот не шмогла, как говорится, не шмогла, не добежала. Так, хватит свои трехцветные тряпочки отправлять. Так. Какое ваше отношение к россиянам, не поддерживающих нынешнюю ситуацию? Ярослав Буркунов. Ярослав, я, знаете, немного шире смотрю на ситуацию, чем сегодняшняя ситуация. Потому что мне 45 лет недавно исполнилось, всю свою сознательную жизнь нахожусь под прессом фашистской России. Я родился в Советском Союзе, и в 14 мои 13-14 лет мы получили независимость и стали жить свободно. И с тех пор русские нас атакуют. Нас превратили в исчадие ада. Нас представляют монстрами, людоедами. Вы не поверите, Ярослав, если вы не знакомы с чеченцами, вы можете не знать, а может быть вы знакомы, и они не такие, как в общем чеченцы. Не все чеченцы одинаковые. Это ровно, вот вся ваша пропаганда, которая говорит, это ровно наоборот. Поэтому мы не святые, конечно, но абсолютно не те, за кого нас представляет Россия. И мое отношение, раз вы спрашиваете, и лично в моем отношении,
Я выразил в видео вот на этом канале Аслан Арцуев в ТикТок, и оно у меня есть в YouTube канале, реалити, кстати говоря, называется. Там я так и назвал: Аслан Арцуев о русских. Для меня любой имперец, фашист и мерзавец, любой, который считает, что его великая Россия самая крутая, и из-за этого он должен убить чеченцев, потому 30%, только лишь потому, что их мало и у вас есть оружие. Сейчас у Украины, кстати говоря, есть это оружие. И любой чеченец, любой человек, который не поддерживает нынешнюю ситуацию, я бы не сказал, любой россиянин, русский, который не поддерживает всю имперскую ситуацию, не нынешнюю, когда по зубам получили. Сейчас много будет русских, которые будут за Украину. А именно вот внутри, на самом деле он так считает. Не когда по зубам дали, а когда он еще не получил по зубам, он так считает. Когда он может от своих получить по зубам. Но он не согласен с этой позицией. Этот человеку я отношусь с уважением, как ко всем людям на этой земле. А таким людям, как Борис Тамахин, и у меня есть много друзей русских, ну не так много, конечно, но есть у меня друзья русские, и такие люди, как Борис Тамахин, который фактически вместе с чеченским народом пережил наш геноцид, я этим людям отношусь с глубоким уважением и горжусь, что я общаюсь, дружу с такими людьми. Вот как-то так. А более подробно вы можете посмотреть у меня на этом же канале, как я сказал, про ситуацию по отношению мое к русским. Можно вопрос? Конечно. Чистая правда. Слава Украине. Спасибо всем, кто поддерживает Украину. Героям слава. Так. Пан Василия рекламирует. Подписались. Пан Аслан можно. Интерхунта. Пан Василия. Рекламирует. Да, рекламирую. Пан Василия. Наш чувак. Так. Ассаламу алейкум, Казахстан на связи. Алейкум ассалам. Hello everybody, обиженный, оказывается, Алексей Дзюба, родной, с прошедшим днем рождения. Дуже дякую, фактор. Так. Добрый вечер, Мамука, добрый вечер, Мамука. Амаджоба Генецуале. Салам алейкум, азербайджанцы, с вами. Ва алейкум ассалам, братья, азербайджанцы. Так, подписывайтесь на наш канал. Да, кстати, я не сделал уведомления. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Мой канал запрещается в фашистской России в Ютубе. Этот канал у меня висит на волоске. Очень много жалоб. Ну и мои ошибки были. Мой канал реалити называется. Аслан Арцуев реалити найдете. Вот такая же заставка у меня стоит с моей фотографии на этом канале. Канал запрещен на территории фашистской России. Подписывайтесь на этот канал, распространяйте ссылку на наш сегодняшний стрим, ставьте лайки. Можно много-много раз пальчиком нажимать, и много-много будет. Чем больше будет лайков, как нам сообщает ТикТок, тем больше людей, тем большим людям это видео будет, наш стрим будет рекомендован. И пишите ваши комментарии. Вы правы, они себе уже и храм воздвигли, возомнили себя богами, свои хари развесили. Абсолютно так. Храм. Знаете, это не только храм, но храм это была такая последняя капля. После этого должно было состояться массированная, такая мощная победа должна состояться, которой украинцы были бы разбиты, они бы где бы бегали там по лесам, эти партизаны, а потом вывели бы военных, которые строем прошлись бы, военнопленных украинских, которым строем прошли бы, потом пришел бы Путин в Киев, прилетел бы как в Крым и сказал бы: Киев вернулся в родную гавань. И с тех пор это был бы великий Путин, назначенный великим царем великой России. А получилось чуть-чуть по-другому. Оказался Шариков, НКВДшник, которого профессор Преображенский из Шарика сделал человеком, который
который попытался занять место тех, кого они вчера душили, и всех почти передушили. Не шмогла, как в том анекдоте, не шмогла, да, не шмогла. Бич и холоп оказался бичом и холопом, а не царем. Да. И украинцы это доказали. Так, Егор из Кривого Рога подписалась на тебя и потеряла. Белиссимо. Так, это. Раз ты чеченец истинный, почему на груди флаг Америки, а не Чечни? Ну ты сказал, да. А это что такое, да? А это что такое, да? Я знаю, вам задевает, что тут висит американский флаг. Мне его прислал мой друг с Америки. Вот этот большой флаг. И у меня здесь, что вы вопросы задаете, название моей организации. Human Rights Center Ичкерия. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Human Rights Center Ичкерия. Пока она у меня проходит процесс регистрации. Пока проходит. Видимо, там какие-то задержки, проблемы. Ну, вроде бы сейчас все решается. И пока временно я закрыл ее на все. Ну, а потом я подумал, американский флаг, он такой красивый, что я его, наверное, даже не уберу. Я его оставлю. И у вас подгорает, и мне это тоже очень нравится. А так я истинный, как ты сказал, чеченец. Поверь мне, если бы я не был бы истинным, я бы сейчас не сидел бы тут, несмотря на все репрессии, которые ваши ублюдки оказывают против моих родственников, не занимался бы тем, чем занимаюсь. Точнее, бывших родственников. Интерхунта, пан Василия, рекламировать. Подписались? Пан Аслан, можно. Так, украинцы уважают Дудаева, и Ичкерия будет свободна и независима. Дай бог, как там, не знаю, как там твой брат. Благодарю за ответ, Ярослав Буркунов. Пожалуйста. Не поддерживай США, они твоих же братьев убивают. Мне очень нравится, когда русские фашисты, которые убивают своих братьев в Украине, начинают мне рассказывать про каких-то арабов, пуштунов, там, про палестинцев, каких-то, да, крутые вы, короче, крутые просто. Так, слава Украине, нам говорит Израиль, героям слава. Вы скорее Америку любите, даже футболка с флагом. Да, люблю Америку. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, какой пощады просит Путин? Добрый вечер. Ну, уже умоляет, чтобы его вот этих всех чмошников и ублюдков, которые пришли убивать, сжигать, грабить, всех не убивали. Вот то, о чем пощады просит. Ассалам алейкум, мокшал мую, ва алейкум ассалам, аслан дикью дал бухастам. Мокшал сан шадик далерой. Салам алейкум, Ольга. Ва алейкум ассалам, Украина. Ольга. Я сам подписался на все каналы, говорит Александр. Дуже дякую, Александр. Так, Баку тебя поддерживает, на рашку положи, Эльчин. Да говори, красавчик, Кадыров ждет тебя, говорит. Привет из Украины. Витаю, Ирина, витаю, Украина. Так. Слава Украине, героям слава. Так. Путин вас удавит, говорит Надежда. Надежда умирает последняя. А ты кто, чтобы его осуждать? Кого осуждать? Вашего ублюдочного Путина или Патрушева? Да горите вы в аду вместе с ним. Вы чеченец? Да, чистой воды идем. Здравствуйте из Харькова. Витаю, Алина. Здравствуйте, Харьков. Армянский флаг, говорит. Армянский флаг там точно не будет висеть. Армянский флаг должен висеть рядом с Великой Россией. Вы же первые христиане, вы не кавказцы, вы с русскими в близких отношениях. Поэтому вот сейчас разделите всю вот эту радость побед русской с русскими. Здесь армянский флаг висеть не будет. Так.
пока Армения не исправится, добавлю я, пока Армения за все века, которые она предавала нас всех на Кавказе, которые сейчас, правда, русские предали, пока не исправится, а исправиться придется свою позицию к азербайджанцам отношения, к мусульманам отношения изменить. Вот явно фашистское отношение к исламу, к азербайджанцам, это все нужно будет поменять. А где мусульманские флаги братьев? А где братья? Я что-то не знаю. Назови, пожалуйста, наших братьев, пожалуйста, чтобы я так знал. Азербайджанский скоро повешу. Так, почему не мог договориться на Кавказе? Потому что там русские фашисты. Как только уйдет русская фашня, кавказцы договорятся. Почему бывшие родственники? Панда спрашивает. Потому что я был вынужден отказаться от них, потому что у нас разные взгляды, и этих людей вынудили записывать видео, готовить на меня покушения. Ну, там много чего сейчас. Не будем все рассказывать. Русские террористы все и так знают. Просто не будем выносить весь ссор. Настанет время, вернусь домой. Поговорим и с ними. Русские нам не братья, будут гореть в пекле. Иншаллах. Иншаллах. Никаких переговоров. Вот, Дмитрий, согласен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Казахстан. Слава Тайвану. Почему сразу за нацию? Так, привет с Мариуполя. Привет, Мариуполь. Нет плохой нации, есть плохие люди. Абсолютно с вами согласен. Так. Кадыров готовится к смуте. Ну, Кадыров готовится, наверное, но я вам скажу, Кадыров это ноль. Кадыров человек с 3 классами образования. Его нам просто вот рассказывают. Вот украинцы, чтобы вам для примера. У вас был Медведчук. Он был фактически у вас там вторым лицом в стране, да, очень влиятельным человеком был. Когда вы его задержали, а вы его не задерживали, там, о нем там рассказывали, какой он там неприкасаемый и так далее. Когда вы его задержали и попросили русских фашистов обменять на ваших бойцов, Соловьев у себя в передаче, я сам это слышал, сказал, что мы офицеров, то есть украинских офицеров, на рядовых не меняем. То есть агентура это ноль, как бы ее не раскручивали. Ее раскручивают, когда она необходима. Ее потом опускают, когда это необходимо. Вот сейчас ситуация разворачивается. Сейчас, одну минутку, я вам покажу кое-что. Вернее, расскажу. Сейчас я вам, чтобы имена вспомнить. Бритни Грайнер и Пол Уиллан. Бритни это баскетболистка американская, Пол Уиллан это бывший военный, американский военный. Они взяты русскими террористами в заложники. Так вот, кого просят русские террористы обменять на этих двоих? Как вы думаете? Виктора Бута, торговца оружием, который сидит в Америке, и Вадима Красикова, киллер, который здесь в Берлине убил чеченца и получил пожизненно. И Виктор Бут и Вадим Красиков оба гибнюки и отбывают пожизненный срок. Один в немецкой тюрьме, другой в американской. Ни одного слова про Медведчука. Вот цена Кадырову. Вот цена их агентам. Да, они за своих агентов держатся, он если нужен, там его используют и так далее. Но это всего лишь расходный материал. Понимаете? Чтобы вы понимали, кто такой Кадыров, к чему он готовится. Кадыров ноль. Вы видите только перед собой вот картинку, который человек, который рассказывает, что-то говорит. И все. Так, израильский флаг тоже висит. Да, конечно, висит. Ничего ж себе. Как это без него? Вы давно ведете ваш блог? Я более 3 лет, уже почти 4 года веду открыто. Я ходил на митинги, закрывал лицо, но меня сдали.
скажем так. И я открыто вышел и начал открыто уже делать, несмотря на то, что это угроза для моих родственников, а, бывших родственников. Случайно зашла на ваш стрим. Спасибо за поддержку украинцев. Пожалуйста. Привет с Мариуполя. Привет. Так, привет из Минска. Живе Беларусь, Светик. Привет. Путина везде уважают. Панда, вот что ты, почему ты спрашивал, почему бывший. Да, уважают, да. Особенно, когда он на коленях стоит. Ассаламу алейкум, машуаль ассалам. Аллах дал алш войла, все будет Ичкерия дал мула. Ва алейкум ассалам, масу войла дал алш. Так, салам алейкум из Азербайджана. Ва алейкум ассалам, Азербайджан, приветствую. Я только не могу понять, говорит Замруд. Как чеченский народ воюет за Путина, а азербайджанец не могу забыть киноцитче. Давайте я так отвечу именно азербайджанцу. Он там воюют все после и геноцида и так далее. У вас Алиев, ГБшник, стал президентом после развала Советского Союза. Не знаю, насколько это демократично в Азербайджане, но в мире считается передавать власть своему сыну, как царь принцу, тоже не совсем нормально. Ты считаешь, Замруд, это нормально? Вот тебе, это ответ тебе на то, что воюют. Чеченцы не воюют, воюют предатели. Чеченцы, такие как я, на стороне Украины воюют. И когда нас 300 тысяч убили, весь мир помогал и аплодировал русским. Поэтому вот так вот тебе ответ будет. Брат азербайджанец. Вопрос, чей Иерусалим? Вопрос. Глупый вопрос. А ты кто такой? Давай, до свидания. Так, кто ты по профессии? Я адвокатом работал раньше в Москве. Мы тебя запомнили, говорит Леон Серебренников. Если ты, вдруг забудешь, да, вдруг забудешь этот стрим, который я сейчас записываю, я его выложу у себя на канале в реалити, в YouTube. Там будет. Более того, там уже тысячи этих видео со мной. Поэтому, если забудешь, если, мало ли, бывает, из памяти улетает, запиши канал реалити. Вот тогда не забудешь. Так, привет с Мариуполя, привет. Привет из Польши. Слава Украине, с уважением к чеченцам. Знаю не понаслышке лихие 90. Привет, Польша. Так, Дагестан ваши братья. Дагестан наши братья. Ну, это не значит, что все там братья. Тот, кто не освобождает дома чеченцев, я думаю, не совсем можно их называть братьями. Ассаламу алейкум, алейкум салам, Нурба. Не нападала. Так. Друзья, я перемотаю. Вы много-много комментариев написали. Так. Мы тебя найдем. Мы тебя найдем. Но что меня находить? Эй, ты, черт. Я здесь живу, в Гамбурге. Ваш банд-притон, так называемое посольство России, знает, где я живу. Ваши агенты ГРУ, которые пытались меня вербовать, предлагали мне несметные сокровища, тоже знают, где я живу. Чего находить меня? Приходи давай, чертила, я с тобой лично поговорю. Скажи мне, почему ты поддерживаешь украинцев? Потому что солнце свободы зайдет со стороны Украины. Стрелкани с Кадыром, говорит. Зачем, Серега, с Кадыром? Давай с тобой и с Кадыром. Что с одним с ним? Этот пончик, и он там, его толкнешь, он потом встать не сможет, будет ковырять. Нужно будет кто-нибудь, кто его поднимет. Поэтому, Серега, давай вдвоем приезжайте. Где ты прячешься, бля? Так, скажи мне, так.
Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Одесса на связи. Витаю, Одесса. Ты, походу, долго не проживешь. Ну, 45 лет прожил. Салам алейкум с Таджикистана. Алейкум ассалам, Таджикистан. Привет из Донбасса. Просто послушай. Привет, Донбасс. Что скажете про пост Димона про Казахстан и Грузию? Смотрите, я вам расскажу случай, кто такой Димон. Это как я сейчас вам про Кадырова рассказывал и про Медведчука рассказывал. Я вам расскажу из своей жизни случай. В 98 году, я был очень молодым человеком тогда, учился в Санкт-Петербургском государственном университете, и ко мне на юридическом факультете, и нас было 9 чеченцев. Ну, нас было вначале 9 чеченцев, и потом трое на первом курсе, 6, по-моему, оставалось чеченцев. Отчислили троих или четверых, ну, короче, 5 или 6 человек нас оставалось. И к нам приходили письма, где нас приглашали на университетскую набережную, главное здание университета СПбГУ. Когда я туда пришел, там разные дни нас вызывали, там сидел, как он представился, капитан Петров, ФСБшник. И вот началось первое мое знакомство с гибней. И это был на втором курсе было, когда ко мне подошли гибнюки и предложили на них работать. Я отказался, и на третьем курсе Дмитрий Медведев у нас вел гражданское право. Второй и третий курс. Он у нас вел гражданское право. Вернее, он у нас вел семинары. Гражданское право у нас вел Сергеев, был профессор. Лекции вел у нас. А семинары вел у нас Дмитрий Медведев. И на третьем курсе, нет, только на третьем курсе это было, я извиняюсь, не второй курс. Это 2 семестра на третьем курсе это было. И я отказался, все, кто со мной учился, кому предложили, все согласились, а я один отказался. Там подписывали, там бумаги, там заполнять много чего нужно, там рассказать про дедушек, бабушек, там, кто судим, кто не судим, увлечения. Ну, короче, уйма просто вопросов. Я это все видел. К сожалению, не сохранил вот эти анкеты, которые были. Специально брал, чтобы сохранить, но не сохранил, к сожалению. Короче говоря, на третьем курсе, когда я должен был сдавать экзамен, зимой мы сдавали зачет, а летом мы сдавали экзамен. И экзамен принимал профессор Сергеев. И когда я пришел на экзамен, меня Сергеев уведомил, что вы, Аслан, не допущены до экзамена. Я сказал, как так? Ну вот, не допущены. Ну, я говорю, а в чем причина-то? Почему я чем-то, может, ростом не вышел или еще что-то? Он говорит, вот Дмитрий Анатольевич сказал, что у вас пропуски есть. Пропуски по семинарам. У меня не было пропусков. У меня было 2 хвоста, которые я ему хотел сдать. Он мне сказал, нет, я тебе прощаю, не надо. И при мне зачеркнул мои хвосты. Нас там была вся группа. А до меня, я же молодой, мне тогда сколько, 18-19 лет тогда было. Да, где-то так. Может, 20 было. Я тогда не догонял, что это связано с ФСБ. Вроде ФСБ терроризировала меня, склоняла, я отказывался, увиливал там и так далее. А потом раз и отстали от меня. И до меня это потом дошло, что Дмитрий Анатольевич Медведев является агентом Федеральной службы безопасности, так называемая Российской Федерации, и является давним агентом Путина, лично Путина, потому что другие рядом с ним не тусуются. У него есть или агенты, или потенциальные агенты, или враги. Других у него там не водится. Так вот,
рассказывая немножко, забегая вперед, рассказывая про Димона и про его высказывания. Димон агент, как и Медведчук, и как Кадыров. И ровным счетом это ноль без палочки. Фабрика имперской мысли и главный враг всех свободных людей на этой земле – это террористическая банда ФСБ и ее офицеры. Вот фабрика имперской мысли, которая навязывает и русским эту мысль, и дальше ведет захватнические агрессивные войны, это террористическая банда ФСБ и верный ее исполнитель вооруженные силы фашистской России, банда ГРУ. Поэтому все, что говорит Дмитрий Медведев про Казахстан и Грузию, да, это может быть утечка информации, вы можете делать выводы, казахи, грузины. Хотя я думаю, выводы вам не нужно делать, чтобы какой-то Димон вам это сказал. Посмотрите, что сделали с Ичкерией, посмотрите, что сделали с Грузией, посмотрите, что сделали с Сирией, посмотрите, что делают сейчас в Украине. И вы можете понять, что сделают с казахами, если будет у них такая возможность. Вот и все. Так. Я перемотаю, друзья, очень много. Так, очень много комментариев. Поверь, ты уже приплыл, говорит. Иди за русским кораблем, а. Я там училась, говорит. Да, интересно. Наверное, поздно истинные чеченцы победит. Да, Мамедов, Зумруд, обязательно. Так. Так, шалом с Израиля, шалом, Владимир Израиль, шалом. Привет из Израиля и слава Украине, героям слава. Здравствуйте, как вы думаете, сколько еще продлится война? Я не знаю, друзья, я не знаю. Я не знаю. Но я надеюсь, что в этом году вы восстановите полностью свою территориальную целостность. И это не значит конец всех проблем, если вы восстанавливаете. После этого Россия погрузится в мрак. Русские будут убивать русских. Русские будут убивать русских. Так, друзья. Вы откуда? Я из Чеченской Республики Ичкерия. Спасибо за развернутый ответ ночи. Ассаламу алейкум, Казахстан. Ва алейкум ассалам, Казахстан. Аллах, Казахстан. Так, привет. При Медведеве был подъем экономики неплохой в России. Ни при Медведеве, ни при Путине не было подъема. Был просто рост цен на нефть и газ. И все. Никакой заслуги нет. Наоборот, если бы не они, то Россия сейчас жила бы как в Дубае. Но, к сожалению, этот шанс был упущен. Так, я что-то тут нахожусь, он ничего не... Друзья, как обычно, что-то произошло с моим каналом, и как обычно произошли сбои. Это происходит очень часто у меня на канале, нас постоянно атакуют, нам постоянно мешают, но это говорит о том, что мы делаем все правильно. Привет с Литвы, слава Украине, героям слава. Забудь русский язык, своими читателями говорите на американском, вы продали честь свой. Я это забуду, не волнуйся, Джанка, вот тебе бы следовало его выучить. Так, раз ты подхолопный тут, тебе следовало бы выучить. Так, он бывший советский, так что подвинься, милая, Советский Союз походу без тебя был. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Так, друзья, распространяйте ссылку на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Почему у вас цены на теплоснабжение подняли? Потому что русские террористы решили стать русскими дворянами. И мы их послали по адресу за кораблем.
Как-то так, друзья, как-то так. Ну, сбили они. Вот так и происходит. Постоянно происходит какая-то атака. Вроде столько комментариев было. И вот сейчас их уже нет. Пользователь Аслан подписался на ведущего. Да, подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш эфир. Так. Стыдно. Ворсинг, что тебе? Чем разница, чем... Я не русский, но мне стыдно иметь такого земляка, как вы. Джанка, ночью бывал. Ночью директора. Земляк. Бичуха. Земляк. Мичу. Осадил земляк, хочелом. Земляк больше веселый. Так. Аманбаев, Айбек. Самое интересное, когда люди с разными никами, не русскими, топят за Россию. Сразу видно тролли. Потому что ни один нормальный человек в фашистской России, не русской национальности, не может топить за русских, потому что каждый день они на улицу выходят и видят, что называют чурками. Им не сдают квартиру, их менты доят, как только могут. Ой, бесстыжие. Так. Так, кто мечом угрожает, от меча умрет. Да-да, ха-ха, на своем языке базарь, а то смешно выглядишь. Паша говорит, слышь, Паша, если я буду говорить на чеченском, у тебя не будет подгорать, понимаешь? Ну и, конечно, и другие люди меня не поймут. Я же вас разоблачаю. Ты думаешь, я тут просто так сижу. Грозный Баркал дал Савер подарок шлем. Правда, что Чечня запечатала с вами деньги раньше в АТО? Правда, что Чечня запечатала с вами деньги раньше? А ты имеешь в виду, что у нас деньги были напечатаны? Да, конечно, наши деньги здесь в Мюнхене в банке лежат, чеченские нахарш они называются. Очень симпатичные такие, на доллары похожи. На кого ты променял свой народ? Свой народ ни на кого не променял. Я, наоборот, не продался фашистской России. Хотя предложения поступали. Слава Богу за Украину. Слава Богу. Дякую за позицию вашу. Пожалуйста, можно вопрос? Конечно, Зелимхан. Здесь я ж только и сижу тут, отвечаю. Привет из Миколаевщины. Привет, Николаев. Витаю вас, Миколаевщина. Дай Аллах вам силы начатое докончить. С душой и сердцем мы с вами. Аурам Гельбер. Спасибо, спасибо. Твоя цель, говорит Пашка Деон. Ассаламу алейкум, гвардия Дудаева Чири. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, гвардия Дудаева. Зато в России хлеб зарабатывают, твой любимый натовской страны нам визы не дают. Вот поэтому, ну, ты вынужден, короче, теперь. Да, топи, а то завтра ФСБшник постучится. Да. Правильно говоришь, брат, Путин фашист. Путин фашист. И подавляющее большинство русского населения в России является имперцами, то есть фашистами. А сам жив ли тот образ Ичкерии, которая билась насмерть 2 войны за свободу? Расскажите про это. Образ, я не понимаю вопроса. Ичкерия есть юридическое, правовое государство, образование. Чеченская республика Ичкерия есть. Мы перенесли страшные, просто страшнейшие испытания. Но, как видишь, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Чечня, Ичкерия есть, была и будет во веки веков. Иншаллах. Путин это уже давно нету, там двойники, двойники, тройники. Дудаев сила, да?
Долларов скоро не будет, как и Америки. Да-да, Серег, точно я тебе говорю. Долларов скоро не будет, Америки не будет. Одни русские останутся. Деревянный туалет останется и русские. Все, больше ничего не будет. Я армянин из Амстердама. Тебе привет, брат. Молодец, говорит Гриша. Спасибо. Спасибо. Ассалам алейкум, Машу я ожила. Ва алейкум ассалам, Машу я ожила. Ни в одном Лилипутине дело. Нужно уничтожить всю систему КГБ, НКВД. Да, именно так, Грозно. Ты там 100 пудов не живешь. Где не живу? Ты что несешь, дурень? Так, ха-ха-ха, иди кер. Так, там, где таришься, что тарюсь, что юзер, блин, ты же русский, ну, попробуй выразить мысль, напиши по-нормальному, на родном языке же вроде пишешь. Ну, ну что ты так? Так. Вот видите, у нас было много смотрящих, много комментариев. И вот сбили они. Ну да, виделся Машу я ожила, видел я его. Видел, знаете где Машу я ожила? Видел в изоляторе Лефортово. И я уже всем был известный диссидент в адвокатских кругах. Только я, ну, мало кто брался защищать наших партизан, которые воюют. А они постоянно просили, чтобы их защищал мусульманин, а если это чеченцы, вообще радовало. Так вот, один из моих клиентов сидел в Лефортово. Его фамилия Хамжуев, кабардинец. И есть такая комнатка метров, ну сколько она, 4 на 4, 16 метров, может меньше 12 метров, комнатка такая. И вы пишете уведомление, что вы пришли, отдаете им и ждете, пока вас вызовут для свидания или для встречи со своим клиентом и так далее. Это в Лефортово, тюрьма ФСБ. И там я встретил того человека, о котором ты говоришь. В этом закутке, вот этой комнатке. Там и еду передают, и там вещи передают родственники. И 3 камеры там в 3 углах висят. Они вот такие, вот сейчас вам показать, он не помещается. Вот у меня с локоть, вот такие они, вот такие. Советские, старые, вот такие, толстые. И вот так 3 камеры надо мной. А за мной уже ФСБ следит, за меня уже предупреждали, меня уже там, за мной машины, меня прослушивают. И я делаю вид, что я этого не замечаю. Я должен делать вид, что я этого не замечаю. Живу обычной жизнью. Наоборот, даже веду себя более раскрепощенно, чем я вел бы себя. И вот этот персонаж, про которого ты меня спрашиваешь, знаком ли я, а я его видел по Ютубу, где-то видел, вот так знал. А он меня не знает. Мы с ним как раз тогда сидел Юсуп Тимирханов, той же Лефортово. А он был адвокатом у Тимирханова. И он ко мне подходит, и эти 3 камеры там, и он мне говорит, да, наши там, мы там это, туда-сюда. И я тогда подумал, ага, а меня знали все. Уже в этом узком нашем адвокатском, конечно, меня все знали, ФСБ, давно я был засвечен, и давно они не могли, они хотели меня поймать. Они меня хотели не просто посадить, а и убить попробовать, и посадить попробовать. Но вот именно на чем-то я им нужен был так, четко меня нужен. Там материал про меня готовился. Много чего там было. Сейчас все детали я вам не расскажу. И он мне начал топить за наших дел.
Я сказал, я не понимаю, о чем ты говоришь. После этого я просто сделал вывод о том, о ком ты сейчас спрашивал меня. Я для себя сделал вывод. Чували трехч, бихибахан, да, это Хокамириош, ФСБ, Лубянки, тюрьма, чуа, сюекцу, диндол, амел, да. Так что вот такая вот была тема. Если вы были бы гордый горец чечен, вы надели бы футболку с чеченским флагом, говорит Джанка. Так, Джанка, давай мимо проходим. Лёх. Так, друзья, все, я тогда думаю, на этом, ну, я свой стрим заканчиваю. На этом я свой стрим заканчиваю. Приятно видеть, независимо от веры, понимаем друг друга. Юрий, вообще, на это очень важный такой вопрос. Я говорю, иншаллах, Аллаху Акбар. Вы говорите, слава Богу, там, дай Бог и так далее. И мне это никогда не резало слух, когда русские говорили, дай Бог, там, слава Богу, там, или еще что-то. Наоборот, мне резал мат больше. Хотя и к нему тоже привыкаешь. Поэтому нету различия между людьми. Есть хорошие люди или плохие люди. Мы все ходим под одним Богом. Все наши религии, иудаизм, и христианство, и ислам говорят верить в одного Бога. Все наши религии говорят делать хорошее. Не убивай, не кради, не лги, не лицемерь. Просто нужно придерживаться этих правил. И в исламе огромное количество течений. В исламе огромное количество разногласий. В христианстве абсолютно, можно сказать, разные религии. Православие, католицизм, там, баптисты, протестанты. Огромное количество тоже течений. Мы все должны научиться общаться, жить. У вас, в вашу Украину, входят люди разных религий. Ваш президент еврей. Я искренне горжусь вами, украинцы, за то, что вы сделали этот выбор. Не то, что вы специально выбирали еврея или иудея, там еще кого-то. Вы просто выбрали того, кто вам был симпатичен, не обращая внимания на вот эти вещи. Он отлично справляется своей работой. У вас на территории есть автономия Крым, где мусульмане живут. Вы дружите сейчас, помогает вам Турция. Вы дружите, будучи и католиками, и православными, вам сейчас помогают католики Англии и Соединенных Штатов. И в Англии, и в Соединенных Штатах есть огромное количество разных других национальностей. Я это к чему все говорю? Есть хорошие люди, а есть плохие люди. Фашистская Россия – это зло. И мы должны оставаться людьми. Мусульмане, христиане, иудеи. Не надо нам навязывать никому религию. Не надо везде подчеркивать. Я вот этих везде, где подчеркивают, что они религиозные, называю их подчеркнутыми мусульманами. Причем они не следуют тому, к чему призывал посланник Мухаммад, мир ему. Они больше на словах, на разговоре. И нас этим, вот такими вещами, религией, нас пытаются разделить. Не надо делиться. Не надо. На этом я заканчиваю свой стрим. Спасибо, что смотрите, друзья. Спасибо, что поддерживаете. Еще раз напоминаю, этот мой стрим будет, вот сегодняшняя наша запись будет загружен сегодня на канале у меня Reality. Здесь на этом моем канале вы можете найти. Ссылку на этот канал вы можете мой найти в YouTube. И все будет Ичкерия. Слава Украине! И Господи благослови Америку, друзья. Всего самого хорошего. До свидания.